Мошенники. Работа у меня дерьмо. Никаких плюсов, одни заморочки. Я хотел бы поиграть. Да? А ты кто? Кто я? Да я в списке. Дайте мне список, и я покажу, кто я. Только списка нет. Чарльз Лазара меня пригласил. А, ты хочешь сказать, что ты друг толстяка Чарли? Но я не то чтобы его закадычный друг, но да, мы дружим. Нет, этот номер не прокатит. У толстяка Чарли нет друзей. Послушайте, у нас как-то неудачно пошел разговор. Слышите? Мистер Бандюк. Джимми, ну и ловкач же ты, сукин сын. Ты что, думаешь, тебе это с рук сойдет? А? А ну, посторонись немного. Меня зовут Бант. Б. Вы сдаете карты снизу колоды. Все видели? Он сдавал карты снизу колоды. Вы видели? Что именно? Ну вот. Мы все вас засекли. Какие-то проблемы, сэр? Да, одна проблемка. Этот гад сдавал карты снизу колоды. Я вас уверяю, этого не может быть. Ну прямо. А если не может быть, почему же он сдал себе ровно 13? Сэр, прошу вас, пройдемте. Мы во всем разберемся. А вам известно, кто я? Нет, я не знаю, кто вы такой. Ну тогда позовите кого-нибудь, кто знает. Ясно, Зорро? Да, у тебя нынче удачный денек. Я ведь знаю, кто ты. Видите? Он знает, кто я. Ну да. Ты тот, кого увезут отсюда в багажнике моей машины. Сдается мне, вы толстяк Чарли. И как ты догадался, кретин? А теперь слушай, у нас в казино не шельмуют, никто не смеет так говорить. Да? Ну а я говорю. И в доказательство у меня есть снимки. Посмотрите сами. Тут нет никаких снимков. Чарльз Лазаро, вам вручена повестка о вызове свидетелем по делу ракетира Фредди Маркузо. Да ты что, с дуба рухнул? Прямо у меня на точке вручить мне повестку? Ребятки, перережьте ему горло. Лейтенант, если через минуту я не выйду, присылайте наряд. Чарльз, рад был услужить вам. А ты? Ешь побольше. Чего? Не вписываешься в картинку. Ты молодец, малыш. В следующий раз давай побыстрее, я всю жопу отморозил. На, держи. Только не пробукай все на жвачку. Вот чертёк. Ты не мог вручить ему повестку 6 дней, твою мать! Целых 6 дней! Слушай, он пропадал черт знает где. Да-да, толстяк Чарли. Взял и пропал. Мальчик с пальчик. Пиф-паф, только его и видели. И надо думать, американского флага на пути сюда ты тоже не заметил. Если ты собираешься всю свою жизнь вкалывать за гроши, валяй на здоровье. Рэй, это была задача не из легких, но я ее выполнил. Чего еще ты хочешь? Чего я хочу? Чтобы ты был под стать нашему Тони. Это невозможно, я прямоходящий. Что, хочешь сказать, у меня плохая осанка? Нет, что ты неандерталец. Поцелуй меня в жопу, слышь ты? Мой рот маловат для твоей задницы. Эй, погляди. Ты видишь? Я дал это Тони всего 2 часа назад, и все уже готово. Что с тобой творится, Джо? Раньше ты был как молния.
Наповал разил. А теперь, пока ты возился с одной повесткой, наш лихой макаронник вручил их целых 7. Вручил бы и 8, но я отдал Джо то дело в Майами. И только потому, что он не выносит Майами. Там от жары можно сдохнуть. Это не город, а баня, где полно уродов. Отлично, Тони, ты просто спец по части вручения повесток. Как ты меня опять назвал? Спец, то есть специалист своего дела. Спасибо, Джо. И при этом полный идиот. Ты... Девочки, не ссорьтесь. Да, ты очень быстро управился с повестками. Оказывается, ты вручил их вчера. Что? Что ты имеешь в виду? Какое сегодня число? Сегодня 10-е. Сегодня 11-е, макаронник. Ну-ка, дай сюда. Черт, тебя побери, Тони! Спокойно, Рэй, спокойно. Я сейчас сбегаю в суд и все переоформлю. Это высокое белое здание с колоннами по фасаду. Да пошел ты, Джо! Хватит меня держать за придурка. Между прочим, виноград в гостиной не я выращиваю. Этот недоумок возомнил, что он очень крутой самогонщик. Рэй, ты дашь мне работу или нет? Значит так, есть одно важное поручение. Срочное дело в Техасе. Оплата 5000. Ну, я хотел отдать его Тони. Уж больно он стал резвый. Но оказывается, он чисел в календаре разобрать не может, а меня это нервирует. Ты что, отдаешь это Джо? 2 месяца сплошных провалов. Он вручит ее через 10 недель. Ну, спасибо за предсказание, Нострадубус. Тебе вроде надо бежать в суд. Отсоси. Иди, подкатывайся к обезьянам в зоопарке. Слушай, Джо, это техасский филиал крупнейшего из моих заказчиков в Нью-Йорке. Это дело поможет мне получить важные дорогие заказы из других штатов. Ты понял? Дело-то несложное. Только провернуть его надо очень быстро. И валандаться неделями я тебе не позволю, я серьезно. Заметано. И позвольте сказать вам от чистого сердца. Костюмчик офигеть. Вали отсюда! Ага, я пошел. Вали, пока я не... Офигеть! Я за этот костюмчик 3 сотни выложу. Так во сколько улетает твой самолет? В 11:20. Погляди-ка, надо же, точно вовремя. Я король. Браво, мистер Ковбой. Да, моя прелесть. Только знай, моя дорогая, очень-очень дорогая, драгоценная девочка, вот что. Если там кто-нибудь на тебя позарится, я не знаю, что с ним сделаю. Ну, вот и приехали. Позвони мне сразу, как прилетишь. Хорошо. О, прости. Я люблю тебя, детка. Я тебя тоже. Ну. Справишься сама? Ну, счастливо. Не скучай там. Ладно. Пока. Эй-хоу! Привет, дорогая. Дорогой! Как ты тут? Отлично. Что я говорил? Я точно вовремя. Ты король. Ты моя прелесть. Я соскучилась. Ладно, сейчас уезжаем, раскутились. Слышь, Джо, давай-ка забудем прошлые раздоры. Ей-богу, удачи тебе. Ага, отсоси. Помечтай, Джо. Да, я уже и мечтать об этом устал. Алло? Сара Мор? Да. Слушайте, я вам советую свалить из этой квартиры прямо сейчас. Кто это? Ну, скажем, доброжелатель. Понимаете, один мерзавец мчится к вам, чтобы вручить повестку. Он скажет, что принес вам цветы. Повестку? Это насчет штрафа за парковку? Не-не-не, дело намного серьезнее. Но, знаете, я понятия не имею, о чем вы говорите, так что... Разве может быть в повестке что-нибудь приятное? Не будьте дурой, бросайте трубку и бегите.
Сара Мор? Нет, она живет напротив. Спасибо. Если огонек загорелся, лифт уже едет. Да. Сара, с приездом! Вы ошиблись, я Эй! Сара! Веселого Рождества. Черт. Миссис Мор, вы записаны на Я сеанс? буквально на секунду. Приятно вам провести время. Я хочу прийти завтра. Часов Сэр, я могу вам помочь? Наш салон только для женщин. Класс! проверьте, чей ты муж. А вы, твари диковинные, не видели Сару Мор? Пошел вон! Вас слишком туго замотали, леди. Извините, сэр, вам нельзя сюда. Вы кого-то ищете? Эй! О! Мать твою за ногу, ты провалил дело. Никакое дело я не проваливал. Я же говорил, он его провалит. Задача была проще некуда, Джо. Слушай, я целых 2 часа бегал за ней по всему Манхэттену. Яйца себе отморозил. Весь город слышал, как они звенят. Тебе никто не говорил, что эта работка не для слабаков. Я обязательно найду ее. Зачем так беспокоиться? А я и не беспокоюсь. Я поручаю это дело Тони. Что? Ну, давай бумаги. Ей-богу, я вообще не знаю, на кой черт я поручил это дело тебе. Слушай, зря ты поступаешь так, Рэй. Я точно знаю, где она находится. Отлично. Скажи об этом Тони. Спасибо, босс. Она у Рэя в заднице. Ты легко сориентируешься. Привет. Здорово, Привет, Хайми. Санта должен дарить подарки, а не отбирать их. Санта замерз по дороге. Мелти, мне нужна помощь. Ага, а мне нужны таблетки от геморроя. Дай мне данные по делу 483, где был маленький УЗИ и 2 склянки с крэком. Мелти. Слушай, ты не мог бы узнать мне адреса по номерам телефонов? Ты, видно, не заметил, что у меня полный трындец на работе. Ладно. Это поможет делу? Ох, нет. Неужели я слепну? Я вижу только 20 баксов.
А теперь? О, теперь порядок. Я вижу, Господи. 20 и 20. Заходи в 7. Только в 7? А пораньше-то никак нельзя. О, а теперь я, похоже, оглох. До встречи в 7. Майами Мэриот. Здравствуйте, я хотел бы забронировать номер на имя Сары Мор на завтра с раннего утра. Хорошо. Спасибо. Так, какие у нас сегодня успехи? Прекрасный букет. Получше, чем вчера. Да, я идиот. Ничего, квартирка. Неплохо. Майами Мэриот. Сару Мор, пожалуйста. Одну минуточку. Сэр, извините, но миссис Мор поселится у нас только завтра с раннего утра. Завтра с утра? Спасибо, большое вам спасибо. Вляпалась. Что вам нужно? У вас газ. Простите. У вас утечка. Простите. Не у вас, леди, у вас в доме. Но у нас только электричество. Да, я знаю, из-за этого-то и пахнет газом. Можно я понюхаю? Вообще-то нет. Спасибо. Газом вроде не пахнет, зато я чую дивный запах кофе. Слушайте, я требую, чтобы вы ушли. Лучше сбегайте на кухню и налейте мне чашечку кофе, ладно, солнышко? Да чего у вас тут славно? Деревенский стиль. Ага, да. Что? Что такое? Я слышала, тут кто-то кричал. Опять он. Сара Мор, вам вручается повестка по делу о разводе. Разводе? Что? Улыбочка. Нет, стоп, погодите минутку. Вам нужен кто-то другой. Видимо, вы ищете другую Сару Мор. Все так говорят. Но у меня счастливый брак. Уже нет. Может, все-таки кофе на дорожку? Или... Вон! Это Рэй, а это кто еще? Привет, Рэй. Я скажу тебе, кто это. Это Джо. Так что оторвись на секунду от подушки и слушай. Угадай, с кем я встречался. С Сарой Мор. Правда, правда? Так что доставай чековую книжку, а поскольку ты отобрал у меня дело, и я работал в свое свободное время, ты заплатишь мне вдвойне. Договорились? Ну, спи дальше, прекрасный принц. О, только не это.
Если тебе нужен телефон, так бы и сказал. Ты порадовал Чарли, и он попросил порадовать тебя. Сейчас мы обслужим тебя по полной. А вы что, с ним оба педики? Эй! О, Господи. Сара! Сара, ты только посмотри, что делается. Что там? Так и надо. Полда, братан, я тут как раз подумал, что-то мне влом ездить с тобой в одной машине, а тебе? Да, а то в последнее время стало тесновато, Пити. О, вон там стоит машина. Пожалуй, я ее возьму. Конечно. Не тронь мою машину, так я тебе и отдам, и обломись! Отдай корявый! Сдается мне, что ты пофигист. Ты хотел сказать мазохист. Вот бестолочь. Ого! Стой, стой, у тебя памперс разорвался. И это все! Все, на что вы способны! Мне все нипочем! Я Человек-паук! Паучок хочет баиньки. Так, все-таки есть Бог. Наверное, он итальянец. У вас что, сердца нет? Вы никогда сочувствия не испытываете? Ну, мне бывает жалко маленьких забитых собачек, но уж никак не расчетливых телок с силиконом. Силиконом? Так, во-первых, у меня все натуральное, а во-вторых, никакого расчета и не было. Я все терпела, а расчетливые телки так не поступают. Правда. Тот тип по телефону. Вы и впрямь мерзавец. Да у меня просто работа так... Какой тип по телефону? Тот, что позвонил мне и сказал, что вы вот-вот нагрянете с повесткой. Так вас кто-то предупредил? Кто? Какой-то мужик с южным акцентом. Тони. Ясно, это Тони. Чертов макаронник 2 месяца меня закладывал. Вот почему у меня ничего не ладилось. Мне жалко вас, прямо до слез. Да я приеду грохну этого ублюдка. Ты, Пончик, отвернись, не подслушивай. Чёртова комарин! Эй, Чико, сделай сильней! 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 Ты хочешь сильней? Сейчас будет сильней! Холоднее, идиот! Ай, гринго, потанцуй со мной! Не гринго, итальяно! Мама, итальяно! Не маму итальяно, король маму, а не как-нибудь еще! Король маму, свое! Эй, Чико, только высади меня в Америке, ладно? Ай, да ты бакарау, бей! Эй, у меня еще один вопрос. Как он мог так поступить? Вам не надоело прикидываться спящим? Вообще-то я прикинулся мертвым, но разве вас проведешь? Как можно вот так вот подать на развод? Вдруг бах! Неужели вы не заметили никаких признаков? Например, частые поездки в другой город. Езжай, милая, ни о чем не беспокойся. Я буду хранить домашний очаг, не говоря уже о ночах, проведенных за покером. Гордон не играет в покер. Речь идет не об этом. Я ведь вручил не 1000 повесток. Ну, конечно, не таким красоткам, как вы. Я не знаком с вашим мужем, но я знаю мужскую натуру. Мы злобные, похотливые и подлые твари. Ох, что будет, если начальство узнает об этом разговоре. Да уж, подло это еще мягко сказано. А еще недовольны, что нам достается половина имущества. Ей-богу, за такие страдания я бы отдавала женщинам все полностью. В данном случае вы получите дырку от бублика. То есть как это?
Вас известили первые. Это значит, что суд состоится по месту его жительства. Ну и что я получила ее первой? Что, это игра какая-то? Да, в ряде случаев. В Техасе самые консервативные законы, связанные с разводом. И не забудьте про славных тамошних судей. Большинство из них женаты не в первый раз. Зная об этом, я сделала бы так, чтобы он получил повестку первым. Да. Что бы было, а? Да что уж теперь. Серьезно, что было бы получен повестку первым? Ладно. Получи он повестку первым, дело рассматривалось бы в Нью-Йорке, а не в Техасе, что было бы куда выгоднее для вас. Если быть точным на 50%. Эй, у меня к вам предложение. Вы рвете все ваши бумажки и за очень хорошую сумму вручаете повестку моему мужу. Вы кое-чего не понимаете. Я уже сообщил им, что повестка вручена. Так что если я переметнусь в другой лагерь, моя репутация пострадает, и я потеряю работу. Я дам вам 10% того, что получу. У нас есть ранчо стоимостью $20 миллионов. 20 миллионов долларов? Угу. 10% с половиной? Угу. Вы заплатите мне $1 миллион. Ну, у меня останется еще 9 или не останется ничего. Все ясно и просто. Вы это серьезно? Я думаю, нам надо заключить контракт. Ну-ка. Теперь мне это ни к чему. $1 миллион долларов. Отлично, идем. Майами Марриотт. Если кто-нибудь позвонит миссис Саре Мор, скажите, что она переселилась в один из отелей в Бангаре, штат Мэйн. Бангор, Мэйн. Да-да, Бангор, Мэйн, именно так. Я думала, мы едем в Даллас. Это так, маленькая хитрость, чтобы заместить следы. Ну, вынимайте кредитные карты, надо купить билеты. Техас. Родина старины и искромета. Успешно обслужен 361 клиент. Так, бумаги у меня. Вы ведь знаете, что тут где, верно? Собственно, я никогда тут не бывала, но Гордон говорил, что ему здесь лучше думается. Вы должны показать его мне, не попадаясь ему на глаза. Если он вас увидит, все пропало. А если я задушу его, подкравшись сзади? Ха-ха. Ну, делайте, что хотите. Но сначала дайте мне вручить повестку. Ладно. Покажите-ка шарфик. Так, готово. Мы можем совершить обзорную экскурсию, если вы не возражаете. Что ж, было бы прекрасно. Хорошо. А где вы живете в Лондоне? В Хэмпстеде. Увы, я не знаю, где это. А это на углу Пенни Лейн и Бейкер-стрит. Очень интересно. А сколько фунтов вы хотите скинуть? Ну, по-моему, сейчас не стоит говорить о деньгах. Вы согласны со мной? Но понимаете, фунты, деньги. А откуда вы узнали о нас, мистер и миссис Ватсон? О, один наш знакомый, член вашего клуба, Гордон Мор. Славный, славный, славный малый. Несомненно. И, кстати, мистер Мор сегодня занимается у нас, так что мы его увидим. Не может быть. Вот здесь у нас зал для мужчин. Я потрясен. Миссис Ватсон, вам не придется долго ждать, мы вернемся в 2 счета. О, не беспокойтесь. Вообще-то поднимать тяжести я не люблю. Ух, температура поднимается. Я уже взмок, а вы милые как огурчик. Ну как я? В форме? У вас-то попка какая? Давайте, Гордон. Ой, я даю. Еще как даю. Думается тебе, говнюк! Сара! Да! Джо! Вот он, скорее сюда! Где? Здесь находятся специальные... Задержите его! Федеральная дорожка.
Слушайте, я никогда не подниму руки на женщину. Ты сделала его, детка! Ну, Джо! Как говорится, никогда не говори никогда. Класс. Получи. Скорее, он бежит. Эллисон, с меня премия. Слушай, красотка, может, поваркуем? Я же сказал, не высовывайтесь. Вы просили показать его вам, я и показала. Слушайте, научитесь как-то справляться с эмоциями. Мы из-за вас там выглядели как идиоты. Как это из-за меня? А кто из нас не справился с девушкой? Так, это была совсем не девушка. Я разглядела дамово яблоко, а ниже пояса подозрительный бугорок. У нас был единственный козырь, элемент неожиданности, а вы его профукали. Слушайте, я знаю все привычки Гордона. Мы запросто найдем его снова. Вы что думаете, он будет сидеть и ждать, когда мы нагрянем с повесткой? Не тут-то было, он смоется. Стоит ему махнуть самолетом за границу, и мы в полном пролете. Ясно? Я не имею права всучить ему повестку нигде, кроме Штатов. Мне не нравится ваш тон. Ах, вам не нравится мой тон, ваша светлость. Не забывайте, что в любой момент я смогу вручить вам повестку по новой. Слушайте, а вам не надоело трясти бумажками? Может. Лучше сядем в машину и поедем искать Гордона. Ах так? Ладно. И куда мы поедем? Босс. Поскольку я босс, я жду ваших предложений. Дурдом какой-то. Вы трахнутые. И я сматываюсь. Вы же решили уйти. Да куда я к черту уйду? Я ведь полжизни посвятил этой дурацкой работе. Ну, и с чего мы начнем? Ну, для начала нам, а если точнее не нам, а вам, придется попридержать язык. Заполните их, пожалуйста. Вы видели? Necesito más señorita Siona. Número Извините. 50. Así que cuando Извините. pueda... Йоу! Здравствуйте. Вам помочь? Да, помочь. У меня назначена важная деловая встреча с Сарой Мор. Сара Мур. Сара Мор. Мор. М-О-О-О-И-Р. Она здесь. Вы уверены в этом? Да, я в этом уверен. В чем дело? Я что, не похож на бизнесмена или что? Нет, сэр. Видите ли, она отменила заказ. Как отменила? Что же? У меня есть ее новый адрес, если это поможет делу. Да, это поможет делу. А еще вентилятор был бы очень кстати. Ну, какая цыпочка. Кто эта симпатяшка? Ваша сестра? Ну вот, отрабатывай свой гонорар. Объясните, что там такое происходит? Рассказываю. Все просто замечательно. Лучший из моих сотрудников вручил ей повестку в Вестчестере. Он вот-вот доставит мне бумагу. Неужели? Тогда объясни мне, каким образом она оказалась в Далласе, кретин. Даллас? Штат Техас? Да, к тому же она приперлась с каким-то вонючим судебным исполнителем. Он пытается вручить повестку моему клиенту. И вообще, кто такой этот Джо? Это ваш сотрудник? Джо? Кто-кто? Конь в пальто. Нет, я не знаю никаких Джо. Чтобы я знал Джо, так нет. Он у меня в печенках сидит, этот Джо. Алло. Мистер Мор. Пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь, ладно? Договорились? Только прошу вас, дайте мне еще чуток времени. И клянусь богом, мы ужучим эту сучку, я сам буду гоняться за ней, как немецкая овчарка за красивенькой баллонкой. Не смей так говорить о моей жене, урод. О, извините, сорвалось. Чтобы все было сделано. А то я выверну твою жопу наизнанку, ты понял меня? Чтобы все было сделано, а то я выверну твою жопу наизнанку. Сдурить можно. Техасец грозится вывернуть жопу негра наизнанку. Ну и политкорректность. Срочно вызвать Тони. А еще свяжись с Варикханом и его командой. Похоже, тут для них есть дельце. Дорис, вызовите мне Вернона, пожалуйста. Гордон, как ваш юрист, я не советую вам впутывать работников вашей личной охраны в дела, связанные... Как мой юрист обгадил мне все дело, дубина. Так, вернемся снова к моему вопросу. Говорю вам, я не знаю, где он. Значит, ты не знаешь, где он? Нет, клянусь богом.
Да. Скажите мистеру Мору, я сейчас. Слушай, ты, гнида мелкая, ты будешь торчать тут, пока мы не найдем тот стакан. Это все Томми! Из бухгалтерии, он его взял! Я пользуюсь скоросшивателем! Сейчас только с тормоза сниму. Вам известно, какая ситуация у меня в семье, так? С ваших слов, да, известно. Так вот, меня пытаются взять в оборот. Позаботьтесь о том, чтобы этот урод с повесткой не смог ко мне сунуться, понятно? Мой юрист, которому я слишком много плачу, расскажет, как он выглядит и где находится. Да, с этим типом моя жена. Я не хотел бы, чтобы с ней что-нибудь случилось. А что касается того мудилы, то мне на него плевать. Все будет сделано, сэр. Донни на второй линии. Говорит, у него проблема. Неужели? Ну и где тебя носит? Я в Мэйне. В Мэйне? Какого черта ты делаешь в Мэйне? Яйца мороженое, вот что я делаю. Это бабенка в Далласе, ты понял, идиот? В Далласе? Значит, Джо меня надул. О, выпуск последних новостей. Та-та-та-та-та-та. Слушай, он там с ней вместе, и он пытается вручить повестку ее мужу. Он нас кинул, перешел к противнику. Так что засунь-ка свои яйца в кастрюлю с горячим какао, а затем, как ошпаренный, неси сюда. Вручи ей повестку первым, во что бы то ни стало, иначе яйца тебе больше не понадобятся. Пожалуй, мне стоит позвонить мисс Клио. Экстрасенс, экстрасенс. Это на Е или на Э? Ага, понятно. Это доска почета. Ха-ха. Я уже не понимаю, что нормально, а что ненормально. Привет, Дорис. Что такое? Я бы и рада сказать вам, но не могу. Мистер Мор взял с каждого из нас сегодня утром расписку в том, что мы обязуемся хранить его место пребывания в тайне. О, отлично. Да, вы ничем не помогли мне, Дорис. Зря я столько лет по-доброму с вами обращалась. Пошли, пошли. А что там в Дуранго? То самое раньше, но я там еще ни разу не бывала. Это любимое детище Гордона. Вы не хотите прибавить шагу? Хочу. И я. Добро пожаловать в международный аэропорт Даллас. 2 билета на ближайший рейс в Дуранго, пожалуйста. Будьте добры, вашу кредитную карту и удостоверение личности. Конечно. Вот, возьмите. Ну, хоть эти счастливы в браке. Ну что вы. Это же явно любовники. С чего вы взяли? Кто при всех обжимается с женой? Смотрите, кольцо. Нет кольца. Я думаю, у Гордона любовница. Вы думаете? Да. Я в этом почти уверена. Простите, мисс, но мой компьютер показал, что ваша кредитная карта аннулирована. Как это? Вирус Гордона. Вот проклятие. Нет, нет, что вы. Если он решил развестись со мной, это не значит, что он оставит меня без гроша. А вы не проверите эту Если карту? он аннулировал ту карту, значит, он аннулировал все. Извините, я сейчас. Сара. Постараюсь на ближайший рейс. Денис, привет. Нечестно. Я
здесь, в аэропорту. Только что прилетел и разберусь с этим делом. Эй, толстяк, ты что, ослеп, что ли? Отвали, морда. Тут на билетах написано Дуранго. Вы не перепутали? Нам нужно в Амарильо. Для этого потребуется еще минута. А, Джо, какой приятный сюрприз. О, не слабый прикид, макаронник. Все летаешь, ждешь бонуса от авиакомпании? Да, спасибо за кругосветное путешествие, Ты, засранец. оказывается, закладывал меня по-черному. Вот я и решил с тобой поквитаться. Неужто сам догадался? Да, пораскинул мозгами, и вот. Я смотрю на это иначе. Всю работу поручили мне, пока не появился ты. И я просто вернул себе то, что мне принадлежало. Тебя не били в детстве головой об асфальт, не помнишь? Кончай трепаться. Где дамочка? Какая? Та самая. А, Сара? Да. Я думаю, она в Копенгагене. Правильно, в Копенгагене. Ну, класс. Да, у нее тетя заболела, да. Ага. Ну, тогда это не она только что вышла из туалета, верно? Так это тот самый тип? Он хочет всучить вам повестку. Бежим, бежим. Скорее, скорее, скорее. Сюда! Порядок? Нет! Да что же это? Чемодан! Остановите, умоляю! Мне заживало станину! Ну-ка, снимайте. Снимайте. Что вы делаете? А? Пошли. Я просила мне помочь, а не раздеть меня. О, простите, я не слышал из-за грохота машины, которая чуть не разрубила вас на куски. Идем. Ха, наверное, вы не заметили, на мне только половина брюк. Я все замечаю. Вы выглядите потрясно. Я не пойду без одежды. Ладно. Нет, не этот вон тот. Надя. Не хочу. Ладно, я сама. А как вы боретесь с целлюлитом? Только это как раз было. Это называется как раз? Да. Ёпа! Я не нанялся разгребать. Ага, спасибо. Вот, хорошо. Да, я сейчас посмотрю. Секунду. 8:30. Очень удобно. Прекрасно. Подвинься-ка, мисс, я ищу друга. Ну, парня, с которым я тут говорил. Того, который напустил на вас пса, да? Да, он ужасный шутник. Не скажете, куда он отправился? В Амарилью. Амарилью? Да, но последний самолет уже улетел, а он не взял билеты. Это его бумажник? Да. Отлично, я непременно ему передам. О, нет, сэр! Но ты Амарилью. потише. Что там такое в Амарилью? Вот урод. Европоследен скоро очень скоро, а именно ровно в 12. Ежегодное знаменитое ярчайшее автомотошоу на стадионе Юнион Арена. Ваше воображение поразят бешеные мотоциклисты и водители-виртуозы. Ранчо Мора, Амарильо. Дуранго, 210 миль.
Я думаю, надо найти отель. Зачем? Мы хорошо едем. Вы сказали, что осталось еще часа 3. Я твердо знаю, с тем, кто полезет на ранчо посреди ночи, непременно кое-что случится. Во-первых, он вляпается в коровье дерьмо, а во-вторых, его подстрелят. Может, поищем отель? Приходи скорее, Джо. Я тебя жду. Мать твою, это же дерьмо. Не стреляйте, погодите! Я вовсе не вор! Я всего лишь судебный исполнитель! Давайте все сначала. Вы говорите, что вы представители головного филиала мотелей, проводите годовую инспекцию. И я должен предоставить вам номер, чтобы вы все проверили. Совершенно верно, сэр. И к тому же отзывы об уровне профессионализма, проявленного вами сегодня, несомненно, войдут в мой отчет. Ну вот что. Либо выкладываете $34 25 центов, либо идите в задницу, мистер. Понятно? Переночуем в машине. Я попробую. Сэр, нас избили и ограбили. Жальтесь над нами, прошу вас. Леди, вы никаким макаром не заполучите номер бесплатно. Номер 17. Благодарю. У нас есть еще номера люкс. Если вы снимете свои трусики, леди, я люблю тебя. Полный бред. Ну, как вам ванна? Вы душ имели в виду? Там нет ванны. Да что вы, я пожалуюсь консьержу. О, нет, постойте. Вы же добыли бесплатный номер в хлеву. Это вам, американцам, хватает 2 минут в душе. А я-то просто не могу жить без ванны. Могло быть и хуже, будь мы туземцами, вообще бы не мылись. И все-таки согласитесь, я ловко добыла этот бесплатный номер. О, да. Что это вы делаете? Ну, я лег в кровать и теперь буду спать. Нет, я женщина, и я займу кровать. Знаете что, проведите воображаемую линию, а я поклянусь, что не пересеку ее. Идет? Идет. Но только эта линия будет окружать всю кровать. Другого я и не ожидал. Ура! О, yeah. Удобно? Да. Гасим свет? Да нет, знаете, я еще немного посижу, Библию почитаю. Спокойной ночи. Ладно, суть я уже усвоил. Скажите, если все гладко пройдет, как вы поступите с деньгами? Ну, почему женщины любят задавать такие вопросы? Ну, скажите, мне любопытно. Ну, если вам так интересно, я купил бы себе виноградник. В Напе или где-то в тех краях. Бросьте, я серьезно. О, серьезно? Ладно. Когда-то я был удачливым адвокатом. И у меня было все, что только можно иметь. Большой дом, крутая машина, красавица-подружка. Невеста, точнее. Да уж, звучит неутешительно. Ясно, почему вы ее бросили. Но однажды мне поручили супер важное дело. Защиту одного дорожного подрядчика. Короче, мафиози. Да ну, а как вы узнали? У меня чутье на таких типов. А потом
Он сам сказал, что он из мафии. И вдруг я понял, во что я превратился. Бессовестный адвокат, классический персонаж. И тогда я просто плюнул и ушел. Я вас понимаю. Зато не поняла красавица-невеста. Она смылась, когда кончились деньги. Да уж. Да уж. Скажите, но только честно, вы потом не скучали по большим деньгам? Ну, успех зависит не только от денег. Да уж. Значит, ваша подружка бросила вас от того, что кончились деньги, а меня бросил муж, чтобы все забрать себе. Ну ладно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну хорошо. Что хорошо? Я переместила линию. О. Она осталась. Я только слегка ее сдвинула. А. Ложитесь. Спасибо. Спасибо вам. О, простите. Ничего страшного, но чтобы больше такого не было. Жалко. Господа, добро пожаловать ко мне на ранчо. Я знаю, у вас в стране принято снимать опыт, когда вы посещаете... Что тут делают японские бизнесмены? Понятия не имею. Ну, вручайте повестку. Сейчас. Нет, стойте. Что? Кто это? Наша главная проблема. Терминатор явно не в духе. Давайте скорей. Эй, верно? Я тебя давно жду. Ох, как я рад, что вы здесь. Правда? Ну, конечно, он рад. Идемте. Ладно. Молодцы, мигом прикатили. А мы тут запарились, наша старина никак не доится. Тут хитрость в чем? Когда нужно молоко, обычно доят корову. Вы ветеринар, да, Крис? Да, что, не похож? А я ассистент. Халаты все в стирке. Ну, старина Торнадо у нас обычно самый прыткий, дает больше кварты в неделю. А сегодня беда, никак отсос не наладить. Я прошу прощения, мне нужно потолковать с моим ассистентом. Я сейчас. Один очень важный момент. Скажите, речь вправду об этом, или я не так понял? А о чем, по-вашему, идет разговор? Наверное, о том, чтобы помочь быку-импотенту. Как всегда угадали. Так что скажете, док? Знаете, нам пришло сообщение на пейджер. Там овца от стада отбилась и упала прямо в озеро. И это дает какой-то странный эффект. Она становится все меньше и меньше. Да бог с ней, не испарится же она совсем. Ну, с чего вы начинаете? Что вы делаете, чтобы бык пришел в готовность? Это самое, ну, как обычно, но мы с ним больше часу парились. Бедняга Мика уже рук поднять не может. А может, ему не хватает вдохновения? В смысле, зад у коровки, конечно, привлекательный, но вдруг старине Торнадо нужен еще какой-нибудь стимул. Какой стимул? Включать музыку не пробовали? Может, вам сделать как тот другой ветеринар? Ну, прямой массаж простаты. Массаж простаты?
Ну да. Сестра, вы взяли инструменты? Увы, я их забыла. Она забыла инструменты. Ха! Без инструментов ничего не получится? Спокойно, док. У нас есть все, что требуется. Что это такое? Дайте я помогу. Сейчас все хорошенько смажем. Она очень глубоко. Это простата. Ну, примерно по локоть. А может и дальше. Мы готовы, давайте, док. Не пугай. Я надеюсь, вы горохом и бобами торнадо не кормили? Ты, дубина, давай туда! Ищи хорошенько! Прошу прощения. Валяйте, док. Приглашения от него не дождешься. Да, особенно со стороны задницы. Ну как ощущение, док? Я такого еще не испытывал. Давайте еще поглубже, док. Пока что толку нету. Разрешите вам подсадить? Вот так! Наконец-то дело на лад пошло. Вот дает, пьет прямо как из огнетушителя. Мне так неудобно! Вот бы вам чуть пораньше-то приехать. Мистер Мор заходил сюда с этими бизнесменами, а мы осрамились. Старина Торнадо не смог себя показать. А теперь глянь. А что, он просто показывал хозяйство или как? Думаю, он неспроста им все показывал. Говорят, он собирается продать всю ферму. Эй, вы слышали, док? Мистер Мор собирается продать к чертям свою ферму. Да что вы говорите? С ума сойти, Гордон хочет продать ферму. На самом деле, по-моему, это нам на руку. Просто раз он вплотную этим занят, он вряд ли куда-нибудь сбежит. Похоже, вас это не трогает. Вы видели, что я только что сделал? Дайте мне очухаться. Хоть немного. Бык сейчас может осеменить все стадо благодаря мне. Упорхнул наш птенчик. Ладно, едем обратно в зал. Ветеринарная клиника Тернера. Ну давайте скорее. Ой-ой-ой. Он явно ненавидит ветеринаров. Нет. Нет, мистер Сибран, у нас все продвигается как надо. Мне нужно только еще пару часов. Если у вас все продвигается как надо, скажите, почему этот судебный исполнитель шастал сегодня по ранчо Гордона в Дуранго?
Что? Слушай, ты мешок с дерьмом. Завтра я зашлю бумаги в 3 другие фирмы. То есть, если вы до вечера не вручите ей повестку, заказ уйдет. Ясно? Да, да. Мне нужен Тони! Тони на связи, линия 2. И как он ухитрился? Где тебя носит, скотина? Нечего на меня орать, понял? Я тяжело ранен. Что? Медсестра сейчас будет у меня вытаскивать дробь из спины. Щипцами с ржавыми кончиками, так что отвянь, ясно? Вам повезло, раны не очень глубокие, но сначала мы побреем спинку. Я и так собирался сделать депиляцию. Тони, скажи, откуда ты звонишь? Из Амарильо. Я узнал, что Джо и эта тетка поехали к мистеру Мору на ранчо в Амарильо и решил устроить им сюрприз. Амарильо? Господи, помоги мне. Нет, Тони, они в Дуранго. Ну, Дуранго? Что за... Да чего же он меня достал? Помогите мне! Извините. За косичку зацепилась. Вот черт, это была бойня. Дуранго. Дуранго! Да. Вот дерьмо. О, красивый дом. Благодарю. Знаете что? Мне не терпится залезть в бумаги Гордона и узнать, кому он решил продать мою ферму. О-хо-хо. А если дома кто-нибудь есть? Там только Мария, моя экономка. Сделайте мне одолжение, ладно? Заберите свои бумаги с черного хода, а я пока отвлеку экономку. Только обращайтесь не по-доброму, она мне нравится. Думаю, мне это удастся. Привет. Боже. Что вам угодно? Это вы, Мария? Нет, мое имя Кейт. Вы знакомы с Марией? Знаком ли я с Марией? Знаком ли я? Да Мария моя... сводная пятиюродная племянница. О, правда? Сейчас я ее позову. Она Нет, нет, не надо. Насколько я знаю Марию, а я ее знаю, она не выйдет до тех пор, пока не будет выглядеть как Дженнифер Лопес. Ну, вы понимаете, о чем я. Ладно. Но у вас совершенно случайно. Где-нибудь в доме нет туалета? А то я в клубе выпил 2 литра пива и теперь еле сдерживаюсь. О, конечно, заходите. О, грасиас. Не беспокойтесь, я только по-маленькому. Я покажу вам, где он. Так вы из Эль-Сальвадора? Что вы сказали? Ну, Мария из Эль-Сальвадора, и я решила, что вы... А, ну да, школа Эль-Сальвадор. Вперед, иганы, ча-ча-ча. Вы отлично говорите по-английски. Так у нас было кабельное телевидение, так что... Туалет вон там. А что, это все вино? Да, у моего любимого неплохая коллекция. А он и впрямь удачливый мужик. Цветок душистых прерий. Конкурс закончен. Вот победитель. Ух ты. Насколько я знаю, с вином в Эль-Сальвадоре не богато. Что? О, да, что вы! В наших местах пьют только маргариту. Оля. Да. Никогда не пробовали? Есть такой сорт каберне. Его сначала пьют, а затем поливают им интимные места. Я ничего не смыслю в винах, к сожалению. Зато мой Горди большой знаток. Мой Горди! Ой-ой. Что вам здесь нужно? О, вы, видимо, Сара. А вы, видимо, трахаетесь с моим мужем. Я вам искренне сочувствую, Сара. Для вас, миссис Мор, ясно? Послушайте, ну всякое бывает. Вам не стоит себя винить. Винить себя? Да ты что, рехнулась? Я во всем виню тебя, мочалка. И этого говнюка, моего мужа. Так что, а ну пошли. Ну, вам удалось увидеть на минуту ваше будущее. Когда это случится с вами, вызывайте. Адьос, мочалкас.
Ягуар? Да, возьмем Ягуар. Полжизни отдала бы за ванну. Да? За горячую. Вы что, оглохли? Нет, просто я без конца готов слушать это ваше банно. Ну, я и впрямь о ней мечтаю. Я, кажется, видел по дороге сюда дешевый мотель. А пятизвездочные отели вам не нравятся? Сара, у вас потрясающая грудь, но... Джо. Но за это нас вряд ли пустят в пятизвездочный отель. А за наличные пустят? Ну, здравствуй, мраморная ванна. А можно мне бутылку воды за $9? Валяйте. Спасибо. Так значит, Гордон намерен все продать какой-то компании Коби Вест. Да, и позвольте заметить, у меня за спиной. Музыку? Да. Итак, быстро развестись и сразу заключить сделку, а? Славно. Да-да. И выходит, Гордону деньги дороже всего на свете. Поразительно. Да, поразительно. Хочу вам показать кое-что. Я украла у Гордона не только это, я прихватила его паспорт, чтобы он не смог сбежать за границу. Очень мудрое решение. Благодарю. Ого, в прошлом месяце он дважды побывал на острове Сен-Бартс. Посмотрите-ка, Акапулько, 17 число. Это была годовщина нашей свадьбы. Я помню, он сказал, что у него неотложные дела в Омахе. А выходит, он пялил Кейт в Мексике. Знаете, Сара, если Гордону не вдомек, какая вы красивая, сексуальная и умная, значит, он идиот. И я тоже идиот, потому что болтаю лишнее. А по-моему, вовсе не лишнее. Это плеск волн? Фейерверк в нашу честь. Нет, это ванна. Зараза! Черт. Прошу прощения. Нет, нет, ничего. Ничего страшного. Тогда я, пожалуй, залезу в ванну прямо сейчас. Отличная мысль. У меня в сумке есть пена для ванны. Одна. Нам в первую очередь надо найти Гордона. Дело прежде всего. Верно. Да, дело прежде всего. Я как раз собирался сказать то же самое, так что... Ладно. Ладно. Ну, а я подышу свежим воздухом. Один. Здрасте. Здрасте. Я ветеринар. Вызов от тёлки. Ну как там, Мария? Какой же вы шутник. Что принести, милочка? А я бы хотела Миллера с длинным горлышком. Ща будет. Спасибо. Сразу перейдем к делу. Согласны? О, едят. В общем,
Гордон и в самом деле говнюк. С этим я согласен. И уж поверьте, я знала это и без его бывшей жены. Я пошла на это ради денег. Неужели? Да, и я в курсе всех этих дел. Если вы первым вручите Гордону повестку, суд будет в Нью-Йорке, и Сара получит половину состояния. Но для этого вам надо его разыскать. А вы знаете, где он? Слушайте, до того, как жениться на мне, Гордон составит предбрачный договор. И если я хочу быть очень богатой, а я хочу, я должна буду его облизывать еще лет этак 20. Благодарю. Благодарю. Но я могу сдать его вам, скажем, за $1 миллион. И больше никогда с ним не встречаться. Все будут в выигрыше. Все, кроме Гордона. Что делать? Тут есть одно но. Деньги-то не мои. Сначала я должен поговорить с Сарой. Что уж поговорите. О, красивый халат. Спасибо. А где ты был? Сейчас увидишь. Что она тут делает? Вызвала меня по пейджеру. Зачем? Минутку, не спешим заводиться. Сначала выслушай, у нее отличный план. Но прежде чем перейти к этому, я хотела бы сказать, Сара, мне очень неудобно, что я увела у вас мужа. Неудобно до такой степени, что я решила это исправить. Сара Мор, вам вручается повестка в суд, который состоится в славном штате Джо, Техас. сделай что-нибудь. Щелкни заодно и моего дружбана Джо, чтобы он утерся. Чиз! Блестяще, блестяще, спасибо. Сладкая приманка. Основная из списка уловок. Изучи его на досуге. Ну, увидимся в Нью-Йорке, когда придешь забрать свои вещи. Подтирка для задницы. Ха-ха, что у меня есть? Ха-ха-ха. Он симпатяга. Жаль, простоват, всего лишь судебный исполнитель. Да, узкие штаны, большие-большие титьки отбивают всякий ум. Все было поднесено совсем иначе. Как ты мог все провалить? Тогда задумка показалась мне удачной. Слушай, Сара, может, лучше соберемся и решим, что делать? Да, пожалуй. Ты можешь собраться и проваливать отсюда ко всем чертям. Уходи, катись отсюда, прощай. Прощай. Это все? Да, нам не о чем говорить. Ха-ха-ха! Ты просто гений! Слышишь меня? Это было гениально! Нет, серьезно, ты знаешь, на свете было всего 3 гениальных белых мужика. Ну да. Да Винчи, Сталлоне из первого Рокки и еще ты, Тони. Вот черт, я в восторге от тебя, парень, я в полном восторге. Знаешь что, пришли мне по факсу копии этих бумаг, а оригиналы срочно доставь в суд. И скорее прилетай обратно. Я угощу тебя самой большой порцией спагетти на Манхэттене. Лечу, не задержусь ни на минуту. Ладно, послушай меня. Ты можешь лететь первым классом. Первым классом. Отлично. Вот так. Ой, стой. Погоди минутку. Что? Лети лучше эконом-классом. Эконом. Мгм. Уморился. Сколько? Минуту. Я должен позвонить. Позвонить! Рэй, Джо на первой линии. Здорово, неудачник. Ах ты пакостник. Задумал обскакать меня, да? Ну так слушай, приятная новость. Крышка тебе, все.
Да, Рэй, похоже, ты обставил меня. Это верно. И кто кого напялил? Кто кого напялил? Да, ты меня напялил. А скажи мне, Тони уже сел на самолет? Да, представь себе, сел. И летит он первым классом. Да я просто понадеялся. Может, он еще не доставил бумаги в суд и... А вот и зря понадеялся. Доставил. Расслабься. Но у тебя, наверное, где-нибудь есть копии всех документов. Ты не подскажешь мне, когда именно моей карьере по всем статьям пришел конец? Я хотел бы знать. 7:04. Ты слышал? Запиши, запомни, заруби себе на носу или где-нибудь еще. 7:0. А после этого большая четверка и конец. Слушай, вот забавная получается штука. У меня на часах сейчас 6:15. Похоже, наш кретин забыл перевести часы назад. За счет разницы во времени между Техасом и Нью-Йорком я успею вручить повестку. Я имею в запасе 49 минут. 49. Тебе знакомо это число. Твой уровень интеллекта. Алло? Милт, про Гордона Мора узнал? Знаешь, что здорово? У него стоит радиомаяк. За очень небольшую доплату $50 я готов сообщить тебе, где он сейчас. Милт, ты просто прелесть. Ты потрясающий человек. Да ладно. Он на юго-западе, в угол Лейквилл и Беверли. Я посмотрел, это шикарный ресторан. Гениально. Считай, 5000 у тебя в кармане. Хорошо. Но только чистыми. Перед вами на мониторах иллюстрации правил безопасности. Как видите, сигнал «Пристегнуть ремни» уже зажегся. Самолет готовится к взлету. Пожалуйста, оставайтесь на местах, пока сигнал не погаснет. Ты облажался. Не улетай из Далласа. Сэр, прошу вас, Извините, не я вставайте. кардиохирург. Одному нашему пациенту срочно необходимо сердце. В чем дело? Я что, не похож на кардиохирурга? Садись. Ты что, пьян? На препирательство у нас нет времени. Все кончено, идиот. Ты провалил дело. У нас час на то, чтобы ужучить Гордона. Час? Да, мистер Сибран, отличная новость. Да, мы ее накрыли. Ага, да, точно. Только, знаете, есть одно очень маленькое «но». Мы накрыли ее, но... В смысле, мы точно ее накрыли, но не совсем так, как обычно принято накрывать. Ну, знаете, это как при игре в пятнашки. С одной стороны, вы как бы и запятнали, а с другой как бы нет. Но вы... Вот таким образом мы ее и накрыли. Она влипла, но влипла как бы. Вы понимаете, о чем я? Вот так вот. Такой парадокс. Для нас бифштекс — это хорошая еда. Ну а для коровы — часть тела. Не спускай с поводка. Смотри, вот он. Сиди. И все это на полный желудок. Гордон Мор! Вам вручается! Вручается повестка! Гордон! Уоррен слушает. Это я, Уоррен. Наконец-то вы, черт возьми. Саре вручили повестку, но есть одна проблема. Да что ты говоришь, проблема? Да она и этот судебный исполнитель не слезают у меня с хвоста. От меня не уйдешь, Гордон! Чертовы коровы! Погоди. Гордон! Ну, говори! Алло! Гордон, слишком долго пришлось бы объяснять. Они еще могут успеть вручить вам повестку. Не давайтесь им в руки. Вам надо продержаться еще 22 минуты. Рубеж 7:04. Сможете? Как вы думаете? Ну... Да. Теперь смогу. Билет на весь сезон? Да. Слушай, мне звонил Уоррен. Греби живо на стадион Юнион Арена. Не подпускай Джо Гордону до 4 минут 8. Ясно. Рэй. Да. А где это Юнион Арена? Не знаю. Я же не в Техасе.
Что? Пошли! Вы что? Сюда вход воспрещен. Микрофон работает? Что ты делаешь? Черт возьми, Череп, ты же прекрасно знаешь, что через полчаса наших примерных граждан, болельщиков, начнет выворачивать наизнанку. И это будет ужасно. Стойте, стойте, откуда вы взялись? Бактериологический центр. Видите ли, этого человека недавно укусила обезьяна из нашей лаборатории. О боже, ну как же нам спасти этих ни в чем не повинных людей? Как тебя звать, сынок? Расти. Расти? Ты мечтаешь стать героем? А, Расти? Джо? Оснований для паники нет. Но если человек, лицо которого вы видите на экране... Ты молодец, Расти. Сидит неподалеку от вас, пожалуйста. Встаньте и проследуйте к выходу, сохраняя порядок и спокойствие. Возможно, он является носителем смертельно опасного вируса Эбола. Как ты достал меня, Джо? Вон он! Пристрелите его! Он мне нужен! Он мне нужен! Кто-нибудь пристрелите его! Стоять! Допрыгался, Джо! Как же это делать? Сейчас что-то будет. Убери свой вонючий грузовик! Заткнись. Ну, мое дело пятое. Ух ты, пора. Адьос, амиго! На пассажир, Горди! Есть! Гордон Мор, вам вручается повестка на суд по делу о разводе, который состоится в штате Нью-Йорк. Прошу, пожалуйста. Ничего, лежите. Скажи пополам. Секунду. Есть! Этот Гордон просидит под карантином не меньше года. Ну что, взяли? Джо! Эй! Мы победили! Да, похоже на то. Дело прежде всего.
Ты получишь деньги, не волнуйся. Но сперва поцелуй-ка меня. Эй, ты, скотина! Да, ты показал класс на арене. Тебе конец, Джо. Ты перебежчик. Все, тебе крышка. О, похоже, вы не знакомы. Тот, кого задавили, тот, кто задавил. Не ссорьтесь. Ты задавил меня, свиное рыло, ковбой. Так на чем? Мы остановились. Мы собирались заняться делом. Правильно. Ну, 14 месяцев и $1 миллион спустя я обзавелся виноградником. Виноделие дело нелегкое, но в нем есть свои плюсы. Джо, я тоже хочу тебе кое-что вручить. Бычий глаз. Первая бутылка. Давай. За удачу. Получше, чем вчера. Да. Пошли снова в постель? Да. If I loved you, would you like that? Would you have me on my front or on my back? I used to like that. If I trust you, would it matter? Would you care more if I showed you what I hide and let you inside? Please don't ask me, 'cause it's not you. The careless things I say and do to cause distress, but this is someone else's mess. Can I kiss you? Can I try to make you laugh? Can I have you on my floor or in my bath? I used to like that. But please don't ask me, 'cause it's not you. The careless things I say and do to cause distress, but this is someone else's mess. Someone else's mess. Please don't ask me, 'cause it's not you. The careless things I say and do that cause distress, but this is someone else's mess. Someone else's mess. Someone else's. Someone else's. Someone else's mess. If I loved you, would you like that? Would you have me